Салам, хайрлах шамлар, приветствую. В эфире телеканала АТР мы продолжаем информационную программу «Бугуни». И следующие 3 часа будем говорить с нашими гостями на самые актуальные темы и новости, которые появились в информационной повестке дня. В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Поехали. Новій Раді 100 днів. Пораховано, скільки обіцянок встигли виконати нардепи. За 3 дні нормандська зустріч. Українців опитали, яким шляхом досягти миру. Великий марш гідності. До тимчасово окупованого Криму піде хода. Рада представить гостя нашей студии. Игорь Петренко, международный эксперт. Витаю вас. Витаю вас. Ну что ж, нашу беседу мы с вами начнем с такого информационного сообщения. Сегодня 100 дней работы Верховной Рады Украины. А вот аналитический портал «Слово и дело» посчитал, сколько фракции раздали обещаний и сколько из них успели уже выполнить. Давайте посмотрим на график. За підрахунками «Слово і діло», в передвиборчій програмі «Голосу» була найбільша кількість обіцянок серед партій, що пройшли в Раду – 124. Зараз виконана тільки одна – про скасування недоторканності нардепів, а провалені 3. Це поки рекорд серед фракцій. У «Батьківщини» 70 обіцянок, жодна не виконана, одна вже провалена. Фракція Юлії Тимошенко не змогла в перші 100 днів роботи Ради реалізувати перший етап невідкладних дій програми «Новий курс». За 100 днів жодної програмної обіцянки не виконала «Європейська солідарність». Всього їх у партії 49. Зважаючи на те, що фракція не підтримує більшість законопроєктів у залі, невдовзі, ймовірно, будуть провалені зобов'язання. Опозиційна платформа «За життя» в програмі дала 70 обіцянок, не виконала ще жодної, та одна вже провалена – домогтися зняття недоторканності з депутатів. Фракція практично повним складом не голосувала за відповідні зміни до Конституції, вважаючи запропонований закон неконституційним. Очікувано, що найбільший прогрес у виконанні передвиборчої програми у «Слуги народу». Користуючись своєю більшістю, фракція диктує порядок денний у Раді та успішно ухвалює всі обіцяні законопроекти. «Слово і діло» зафіксувало в програмі партії 91 обіцянку. На цю мить 8 вже виконані, провалених немає. Ну вот, что касается выполненных обещаний, тут, конечно же, почти все на счету, правильно, монобольшинства. Посмотрим, что успели выполнить «Слуги народа». Була виконана обіцянка скасувати недоторканність народних депутатів. Парламент вніс відповідні зміни до Конституції України. Закон набуде чинності з 1 січня. Виконана обіцянка провести перезавантаження прокуратури. Рада проголосувала за президентський законопроєкт щодо реформи органів прокуратури. Він, зокрема, передбачає проведення атестації прокурорів. Також парламент ухвалив законопроєкт щодо діяльності органів суддівського управління. «Слуги народу» виконали відразу 2 обіцянки – перезавантажити Вищу раду правосуддя та Вищу кваліфікаційну комісію суддів. За допомогою закону щодо управління безпекою автомобільних доріг виконана обіцянка запровадити незалежний контроль якості будівництва та ремонту доріг. Виконані обіцянки повернути відповідальність посадовців за хабарництво. Це прописано в законі щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Крім того, «Слуга народу» виконала обіцянку запровадити систему грошової винагороди для викривачів корупції. Ну что ж, насколько ожидаема для вас именно вот такая статистика? Ну, она абсолютно ожидаема, поскольку возможность партий реализовать свои обещания, она лежит в возможности доступа к власти и принятию решений. Соответственно, «Слуга народа» имеет монобольшинство, поэтому они не имеют возможности реализовать весь спектр фактически своих обещаний. И это впервые в Украине, да, поскольку всегда у нас были коалиции, какие-то объединения, и очевидно, что определенные обещания там, одной политической силы могли входить в какое-то противостояние с другой политической силой. Поэтому, в принципе, закономерно, что другие политические силы не имеют возможности их реализовать. Хотя вот постоянно поднимаются вопросы и на согласительном совете касательно того, что все-таки законопроекты должны ставиться, формироваться по квотному принципу.
Об этом Юрий Бойко говорит, и все, в принципе, оппозиционные силы они поддерживают этот подход, но очень слабо к этому двигаемся. Да, ставят в порядок денный законопроекты других политических сил, ну, достаточно мало. Вот эта сессия, она отличается как раз тем, что фактически половина законопроектов. Ну, знаете, так выглядит как хорошее оправдание для других фракций, других партий. У нас есть типа монобольшинство, они все решают, а мы тут статисты, извините, обещали, но у нас как-то не получается. Вам не кажется, что какое-то слабое оправдание для других партий? Вы понимаете, если бы у нас был закон про оппозицию, который бы, допустим, определял, что есть один день, когда возможно голосование не большинством от количества присутствующих хотя бы, да, о том, о чем говорили, это уже такую вот идею, в частности, Пэт Кокс, его миссия, которая была касательно реформирования парламента, то тогда бы, в принципе, сложно было оправдываться. Вот договаривать между собой, если вы там оппозиция, вот есть монобольшинство, окей, они там принимают, у вас есть свой день, когда вы фактически можете это сделать. А так, ну, сложно. С другой стороны, безусловно, они могли бы проводить работу, в частности, в направлении того, чтобы убеждать монобольшинство, для того, чтобы голосовать. Но для этого хотя бы нужно, чтобы эти законопроекты, они были в порядке денном. Давайте послушаем народных депутатов Украины, как они оценивают свою работу за последние 100 дней. Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия оценивает первые 100 дней парламента на твердую 8. Давайте его послушаем. Що є ефективністю, мерилом ефективності народного депутата? Вони кажуть, ті законопроекти, які ви приймаєте, швидкість, з якої ви приймаєте, такі чи. По цьому напрямку в нас по 10-бальної шкалі там 8, тверда. Щодо того, яким шляхом, ніхто ж, на жаль, нікому не цікавить, якими закони, що вони там, дуже мало людей про це дивляться. Дивляться, яким чином ми це робимо, скандали, інтриги, розслідування. Тут ми теж чемпіони, на жаль. А вот европейской солидарностью, деятельностью парламента недовольны. Слушаем народного депутата Алексея Гончаренко. Чем же они там недовольны? Цей парламент поховав парламентаризм в Україні, то правильніше відзначати 40 днів. Для цього парламенту ця дата більш є визначальною, ніж 100 днів. І тому, чесно кажучи, це дуже все сумно, бо парламент перетворився в Верховну Раду Української Радянської Соціалістичної Республіки, де є тільки одна думка, де є тільки одна більшість, де ніхто не читає закони, а таке відчуття, що приїжджають просто сходити в їдальню і в ЦУМ. А как вам вот эти 100 дней? Вот мы с вами, обычные граждане Украины, как-то должны были ощутить на себе работу и результаты работы за 100 дней Верховной Рады Украины? Ну, смотрите, мы с вами, как и большинство рядовых граждан, они ощущают это в изменении экономической составляющей, в основном, в первую очередь. Экономика так быстро не меняется, на самом деле, и, в принципе, это более задание правительства. С другой стороны, если смотреть по количественным показателям, то, безусловно, турборежим, который был, он дал возможность рассмотреть много законопроектов и постановлений, соответствующее количество их принять. Но для меня, как для эксперта, более важно это качество. И на самом деле и это турборежим, и, возможно, недостаточность опыта в определенных моментах, недостаточность Но турборежим работает на количество дискуссии, в данном случае. Он негативно отображается именно на качестве. Поскольку, да, инициативы хорошие, интересные, идеи, там, направления мысли правильные, но в реализации мы сталкиваемся с многими такими моментами, о которых мы еще будем возвращаться. Я уверен, что даже среди тех выполненных обещаний, по которым говорили, и те законы, которые голосовались, в ближайшее время, возможно, после Нового года, все равно будут возвращаться и вносить определенные правки. Ну а чем опасен турборежим? Только с тем, что в дальнейшем законопроектах мы сталкиваемся с какими-то правовыми коллизиями, возможно, или же еще есть какая-то опасность? Коллизии закладывается много. Вот смотрите, возьмем закон про прокуратуру. Да? С одной стороны, перезагрузить хорошо, все говорят, да, надо, а прокуратура у нас плохая. С другой стороны, мы предоставляем генеральному прокурору, полагаясь исключительно на его личностные характеристики, очень много полномочий. В частности, возможность ликвидировать определенные структурные подразделения, их создавать, увольнять, квалификационную комиссию не будет. Прокурор будет генеральный сам принимать решения. То есть мы уходим от того, чтобы создавать, вот, украинскому мову, спроможный институт,
как прокуратуру, как институцию именно, к тому, что хороший парень, генеральный прокурор, он вот будет, значит, на первых порах, по-моему, переходной период, там, 3 года, если я не ошибаюсь, да? Ну, возможно, чуть меньше, но есть переходной период, когда у него будет полнота власти. Ну, есть, очевидно, нюансы. Есть еще нюансы, потому что много тех положений, которые даются на откуп генеральному прокурору, должны быть прописаны непосредственно в законе. Ну, вот Давид Арахамия работу Верховной Рады оценил на твердую 8 по 10-бальной шкале. Насколько бы вы ее оценили? Ну, опять же, здесь и качество, количество играют роль. Как по мне, то с качеством большие проблемы. Плюс мне не очень нравится отсутствие нормальной дискуссии. Когда даже, да, хорошо, у нас большинство, но все-таки я думаю, что и дискуссия с обществом, и дискуссия внутри парламента, она бы способствовала все-таки улучшению качества и возможности находить вот такие разные негативные моменты. Ну, сколько бы вы дали вот нынешнему парламенту? Кол? 2? Нет, кол нет. В серединку, возможно, где-то около 5 баллов. 5 баллов. Окей, давайте перейдем на следующую не менее важную тему. 9 декабря АТР будет показывать все, что связано с нормандской встречей в прямом эфире. Давайте будем вместе с АТРом смотреть и следить за тем, что же там будет происходить. Україна, Німеччина, Франція, Росія, Зеленський, Меркель, Макрон, Путін. 9 грудня. Нормандський формат. Капітуляція чи перемога? В етері АТР. Президент Владимир Зеленский посетил Донецкую область, где поздравил военных с Днем Вооруженных сил Украины. Говорит, поддержка военных очень важна накануне встречи Нормандской четверки. Давайте послушаем гаранта Конституции. Повірте, набагато легше вести перемовини, відчуваючи за собою вашу силу і саме вашу підтримку. Саме тому за декілька днів перед дуже відповідальною зустрічю мені було дуже важливо особисто зустрітись з вами, з воїнами, які щоденно дивляться ворогу в очі та мужньо тримають оборону на сході нашої держави. Я в черговий раз пересвідчився у високій бойовій готовності наших підрозділів до будь-якого розвитку ситуации. Ожидаете вы от будущей встречи 4 лидеров в нормандском формате? Все же 3 года вы уже не собирались. Ну, действительно, 3 года не собирались. На самом деле тут не нужно формировать какие-то очень завышенные ожидания. Фактически у нас может быть 3 сценария развития. Это может быть пессимистический, оптимистический, да, и нейтральный. Нейтральный. Если говорим о пессимистическом, это тогда будет, если Украину обяжет каким-то к новым обязательствам или новым требованиям. Что это в контексте приближения, ну, там прямые переговоры, например, с представителями ЛДНР, так называемых, да, ЛДНР. Вот. Ну и какие-то возможности там, давления в контексте того, что вот все-таки сначала выборы, а потом там границу и все остальные моменты. Если говорить о нейтральном, это когда ситуация останется на том же уровне, который есть сейчас. Да? То есть ничего нового не будет, ну ничего и старого тоже как бы не договорятся о порядке реализации. И позитивный – это когда, опять же, мы сможем продвинуться в контексте того, что обновим да, вопрос сроков реализации определенных вот положений. Если действительно сможем достичь договоренности по обмену пленных, то есть проблема верификации, да, там подтверждения, потому что все-таки российская сторона говорит о меньшем количестве людей, нежели мы предполагаем, что оно находится. Плюс это, ну, из ЛДНР, которые находятся, соответственно. Плюс это вопрос прекращения огня. Это первоочередный, скорее всего, вопрос. По всей линии фронта полноценное прекращение огня с возможностью нормальной верификации этого режима со стороны... А какова вероятность того, что президент Зеленский приедет с оптимистичным сценарием?
Я думаю, что в принципе она высока, поскольку, смотрите, встреча она готовилась, подготовительный этап, он предполагал согласование позиции в коммюнике. Зеленский готов, по-вашему? Я думаю, что готов. Безусловно, любые переговоры, они могут иметь, скажем, разные такие факторы, которые могут влиять внутри уже, в самом процессе этого переговора. Но то, что есть определенное окно возможностей для действительно становления на путь урегулирования ситуации на востоке Украины, то это очевидно правда, поскольку есть и желание со стороны наших западных партнеров Германии и Франции, понятное дело, у них есть свои в этом интересы, в частности политического характера. Также мы должны понимать, что Украина – это та страна, которая несет самые большие потери. Наших людей убивают, и нашу территорию оккупировали, и это влияет на всю нашу жизнь, и на экономику, и так далее. То есть мы в этом больше всего заинтересованы. Российская Федерация, очевидно, тоже стремится к налаживанию отношений с Западом, в том числе с Германией и с Францией, и, возможно, захочет использовать тоже эту возможность для того, чтобы приблизить. Давайте послушаем ожидания народных депутатов Украины от этой встречи. Народный депутат от «Слуги народа» Ирина Верещук относительно встречи 9 декабря настроена оптимістично. Слушаем ее. Я вже позитивно налаштована навіть тому, що розумію, що президенту Зеленському потрібна наша допомога, наша енергія і наша підтримка. Те все, що ми робимо, має мати висвітлення і вимір в документах, які може підписати, а може не підписати пан Зеленський. І якщо ми не можемо допомогти, то ми повинні бодай би не заважати. А вот народный депутат от фракции «Батьківщина» Сергей Соболев спрогнозировать результаты встречи не решается. Говорит, план президента ему непонятен. Ніхто не розуміє, в чому план Зеленського. Є вихоплені якісь елементи, там обмін заручниками, якийсь там вихоплений елемент, який стосується можливості підняття питання кордону. Але немає плану, з яким, зрозуміло, сьогодні їде на зустріч президент Зеленський. Тому і оцінити, що буде після цієї зустрічі, важко. Тому це важко. А вот в «Голосе» тоже не понимают, с чем президент едет на встречу в Париж. Далее прямая речь народного депутата Олесії Василенко. Мої сподівання в тому, щоб Україна і президент Зеленський не втратили принаймні ті позиції, які є у нас зараз. Насправді достеменно невідомо ні українському народу, ні парламентарям, що саме, з чим саме президент їде на цю зустріч. Чи правильно це, чи ні, дуже багато дискусій точиться навколо цього. Головне, що дійсно в суспільстві почалася доволі серйозна дискусія щодо червоних ліній, почалася доволі серйозна дискусія щодо порядку денного України. Правда, с чем едет президент Зеленский на саммит? Потому что вот действительно много говорят, много думают, и как бы о плане и о стратегии пока что никто не говорил. Да и повестки дня в принципе нету. Но на самом деле есть повестка дня, президент ее озвучил, это 3 положения, о которых мы говорили, прекращение огня. Это повестки дня нормандской встречи имеется в виду. Это имеется в виду, он же говорит об этом, что вот эти вопросы Украина будет поднимать, и позитив встречи, он будет как раз определяться продвижением по этому вопросу. И вопрос также выборов в контексте определения того, что все-таки контроль должен быть сначала за границей, а потом проведение соответствующих выборов по всем стандартам международным, украинского законодательства, то ли особого закона, который может быть принят, то ли того, который есть сейчас. Это вот основные положения, с которыми едем. Плюс нужно понимать, что в связи с тем, что никаких движений не происходило как раз 3 года, то сверка часов и с нашими западными партнерами и определение, ситуация же меняется, конъюнктура мировая тоже меняется. Да? Все динамично достаточно, поэтому прощупывание и почвы, и понимание позиций разных игроков, которые могут повлиять на этот процесс, это тоже важно. А вот некоторые украинские наши эксперты говорят, что если собирается вот такая подобная встреча, то она собирается не для обсуждения какого-то вопроса, а уже подтверждения согласованного какого-то документа. И не зря Хайко Маус, министр иностранных дел Германии, приезжал в Украину, и, возможно, он уже привез сюда какой-то документ, который согласовали, и на встрече 4 лидеров в нормандском формате будут утверждать.
Ну, смотрите, отчасти это правда, но речь, скорее всего, идет о коммюнике. Что такое коммюнике? Это позиции, согласованные позиции всех 4 сторон. То есть в том, что они говорят, вот мы движемся в направлении миротворчества, прекращения того, сего и так далее. Это, очевидно, не дорожная карта. А вот вопрос, конечно, дорожной карты, реализации уже тех договоренностей, которые существуют, и их, возможно, корректировка, что было бы хорошо как раз для украинских национальных интересов, это то, что может быть как раз предметом разговора. Поскольку мы понимаем, что мы отталкиваемся от Минских соглашений. В Минских соглашениях есть вопрос о, во-первых, датах, там уже они просрочены, раз. Во-вторых, есть пункты определенные, которые принципиальны для Украины в контексте, в частности, и выборы, и контроль границы, которые, очевидно, вот и будут обсуждаться. Фонд демократических инициатив совместно с КМИСом провели опрос, стоит ли Украине идти на компромиссы и на какие. Давайте посмотрим эту графику. Близько 14,5% українців вважають, що заради миру варто погоджуватись на будь-які компроміси. Порівняно з червнем кількість прихильників цієї точки зору зменшилась майже на 6%. Мир можна встановити лише з позиції сили, коли одна із сторін переможе. Так вважає близько 16% опитаних. У червні таких було на 1,5% більше. Ще 58,5% респондентів, а це найбільше, вважають, що заради миру варто погоджуватись на компроміси, але не на всі. У червні таких було чи не на 10% менше. С разведением войск на Донбассе, с подписанием формулы Штайнмайера и так далее, некоторые уже начали говорить, что в принципе президент Зеленский идет уже на компромисс и даже переступает какие-то красные линии. Вот что вы думаете по этому поводу? Так ли это? Нет, или же мы еще не пошли на какой-либо компромисс? Ну, абсолютно не так. Мы пока двигаемся в контексте договоренностей, которые были достигнуты в Минске. Минск-1, Минск-2. Соответствующее есть закрепление вот резолюции Радбезова ООН. Вот в этих рамках мы пока двигаемся. Да, есть принципиальные вопросы для Украины, которые бы мы хотели пересмотреть. Но без диалога и без дискуссии, опять же, без подобных встреч с участием тех стран, которые выступали гарантами, в том числе, когда мы подписывали Минские соглашения, мы на это не можем пойти. Главная проблема состоит в том, что если хоть корявенько, но как-то мы план А понимаем, с чем мы едем, то, что голос не видит, но у него вообще фантастические предложения, то, что мы отказались от Минска, что политически полностью безответственная позиция, поскольку пускай они тогда и расскажут о тех последствиях, которые будут ждать Украину, которая будет признана полностью недоговороспособной с любыми заключениями, и тогда как раз мы и приблизим снятие санкций с Российской Федерации. А вот план Б, то, что там говорил господин Ермак, о том, что вот стену там построим и так далее, ну, абсолютно тоже фантастический, вряд ли мы сможем это сделать, то есть, ну, как озвучить, окей, но, скорее всего, возможно, план Б как раз это то, что мы будем настаивать на том, что Российская Федерация, очевидно, не хочет реализации Минских соглашений, тогда нужно поднимать вопрос об усилении санкционного давления и так далее. Но тут тоже немножко элемент фантастики существует, поскольку международная конъюнктура, она немножко сейчас меняется. Не зайдем ли мы в тупик? Потому что Российская Федерация будет настаивать на своем, мы, понятно, настаиваем по праву на своем. Германия и Франция отстаивают, конечно же, позицию своей страны, Германии и Франции. А как решится вопрос? Ну, смотрите, мы в любом случае двигаемся пока в контексте Минских соглашений. Да, это, возможно, как чемодан без ручки, но мы пока от этого отойти не можем. Мы сможем отойти от Минских соглашений только в том случае, если мы очень убедительно сможем доказать нашим западным партнерам, что той стороной, которая не выполняет эти Минские соглашения, не хочет их выполнять и всяческим противодействовать, является, соответственно, Российская Федерация и представители так называемых ДНР, ЛНР. Вот только в этом случае мы можем поднять вопрос. Сейчас мы же видим это противостояние. С одной стороны, вот Украина пытается показать, мы все выполняем то, что мы брали на себя, хотя и не Зеленский это брал. И с другой стороны, Россия всячески пытается набрасывать нам разные новые условия или укорять нас в чем-то, а вот вы так говорите, а вот вы сяк говорите и так далее. Вот это как раз вот такие вот позиции для того, чтобы показать, что вот они виноваты, вот давайте, и потом поднять вопрос, снимайте с нас санкции. Ну вот, продолжая тему мира и компромиссов, какими путями необходимо достичь мира? Вот давайте посмотрим на результаты опроса Фонда демократических инициатив и КМИСа и продолжим.
29% опитуваних вважають, що досягнути миру на Донбасі можна шляхом міжнародного дипломатичного тиску на Російську Федерацію, посилення режиму санкцій на якісно вищому рівні, застосування міжнародних правових механізмів. 21% певен, до миру треба йти через зміцнення економічної та військової потужності української держави. Шляхом перемовин з місцевими політиками, визнаючи ДНР та ЛНР як легітимні державні утворення, так вважають 13%. 18% певні, миру слід досягти шляхом переговорів з Москвою, погоджуючись на автономію Донбасу та забуваючи про Крим. Решті важко відповісти. Меня больше насторожило следующее. 18% готовы забыть про Крым в обмен на Донбасс. Как так? Ну, смотрите, как на это к сожалению, Крым под разными условиями, да, но он немножко сошел с повестки дня и сейчас более сосредоточен все на том, что более горячее. Да. Поэтому, безусловно, Крыму нужно будет возвращаться, но очевидно, что первоочередно это прекратить войну и боевые действия. Ну где что не дорабатывает? Это вопрос коммуникации, вопрос отсутствия коммуникации власти с населением, информационная политика и так далее. Почему так происходит, что 18% опрошенных говорят, зачем Крым? Вот Донбасс вернем и все. Ну, понимаете, у нас же нету даже какой-то стратегии возврата Крыма, по сути. Да? К сожалению, это не выработано было ни старой властью, ни пока об этом не говорится новой властью. У нас здесь немножко, с одной стороны, более сложная ситуация с позиции Российской Федерации, которая говорит, что вообще не предмет дискуссии. А с другой стороны, у нас же все-таки здесь более сильная позиция в определении того, что произошло. Да? То есть все страны абсолютно признали, что это оккупация, что она была незаконная оккупация. Поэтому в этом плане у нас есть четкое это понимание того, чего нету на Донбассе. А на нормандской встрече Крым будет подниматься? Нет, не будет подниматься. И здесь много моментов, в частности в том, что если еще имплементировать Крым, то это будет тот такой вот клубочек, который будет сложно очень решить. Вот вы отметили международные площадки про страны, которые не признают оккупацию Крыма и называют ее оккупацией, а тем временем Российская Федерация требует исключить тему Крыма из резолюции ОБСЕ. Об этом сообщил бывший политический заключенный Кремля Олег Сенцов. Давайте послушаем его. З Ромою Сущенком після виступу в ОБСЄ. Ми говоримо про російську агресію наших полонених, а вороги тим часом блокують включення в підсумкову резолюцію питання деокупації Криму. Меджлис крымско-татарского народа призвал Министерство иностранных дел стран-участниц ОБСЕ не поддаваться на шантаж российской делегации. Слушаем заявление Меджлиса. Від імені вищого представницького органу корінного народу Криму, Меджлісу кримсько-татарського народу, закликаємо міністрів закордонних справ країн-учасниць ОБСЄ не піддаватись на шантаж російської делегації. В каком контексте должны поднимать тему Крыма? Вот совсем недавно был день 25-летия подписания Будапештского меморандума. Почему бы не созвать стран-подписантов и что-то уже с ними решать, учитывая, что, если я не ошибаюсь, в 6-м пункте Будапештского меморандума в случае чего говорится, что должны страны собираться для консультаций? По идее, конечно, можно было и нужно было, безусловно, но, скажем так, что пока не решится вопрос Донбасса, вопрос Крым не станет на повестке дня. Но вообще правильно ли разделять тогда эти темы? Если пока не решится вопрос Донбасса, как к Крыму не перейдут, тогда стоило ли разделять? Можно ли совмещать тогда? Если совместить, то было бы очень сложно их решать, на самом деле. То есть, и здесь позиция Российской Федерации, очевидно, играют серьезную позицию. Ну, безусловно, это вопрос нашей Украины, это наша территория, и, опять же, нужно возвращать, но вопрос просто остроты. Да, безусловно, нарушения прав человека в Крыму, они большие, очень серьезные, и с этим, в принципе, мы постоянно пытаемся как-то работать, как государство, поднимать этот вопрос и апеллировать к нашим западным партнерам, то, что для них важно. Но
там никого не убивают. Ну, да, там, конечно, очень, ну, я опять же говорю, нарушение прав человека во всех проявлениях и нарушениях там происходят, но он не настолько горячий, как вопрос Донбасса. И если вопрос Донбасса есть уже какие-то определенные форматы, в которых можно работать, в частности, и в Нормандск, и Минск, то по Крыму пока такого нет. А помните, Зеленский недавно предложил новый формат: Соединенные Штаты Америки, Россия и Украина. Он реальный? Пока очень сложно, чтобы он был реальный. И опять же, по вопросу чего? По вопросу Крыма? Ну, да, по вопросу Крыма. Возможно, да, возможно, но опять же, понимаете, если в вопросе Донбасса у нас Российская Федерация, ее тоже статус там не до конца еще определен, да, то есть одно дело, мы говорим о том, что это агрессия Российской Федерации, да, у нас есть резолюции ПАСЕ, в которой говорится о том, что Российская Федерация, это как она осуществляет эффективный контроль как страна-агрессор, да, то есть финансирует там ЛДНР, то в вопросе оккупации Крыма, ну, тут все ясно и понятно, да, это Россия. И здесь это уже совсем другой такой формат будет решения. И, скорее всего, это речь именно уже о международных институциях, о судах и все остальное. К временно оккупированному Крыму пойдет шествие. Акцию организовывает Меджлис крымско-татарского народа. Давайте послушаем председателя Меджлиса Рифата Чубарова. Ми виходимо з ініціативою пішої ходи з материкової частини України на територію Кримського півострова. На сьогодні ця територія заставлена незаконними кордонами. Ми будемо йти до себе, додому, а кожен, хто до нас приєднається, він буде йти з однієї частини України до іншої. Также Рифат Чубаров отметил, что к этому шествию будут привлечены представители международных организаций, Организации Объединенных Наций, дипломаты, представители Соединенных Штатов Америки. И таким образом с материковой части Украины пойдут на территорию временно оккупированного Крыма. Что вы думаете по поводу этой акции? Больше всего меня интересует вопрос безопасности людей. Да, граница, безусловно, она незаконная, как и сама оккупация, но тот контрольный пропускной режим, который там существует, ну, вряд ли Российская Федерация как страна-оккупант откроет ворота и просто пропустит людей. Но, очевидно, в любом случае, а если возникнут какие-то провокации и беспорядки, ну, так, для них, для Российской Федерации, это же режимный объект, поэтому вопрос безопасности очень важен. Я надеюсь, что организаторы они учитывают это и проведут какие-то консультации с правоохранительными органами Украины, с нашими пограничниками для того, чтобы все-таки обезопасить от нужная акция, по-вашему? Ну, смотрите, любые акции, которые бы актуализировали вопросы Крыма и не давали о нем забывать, они действительно важны. Но в самом формате, я же опять говорю, здесь самое важное, это чтобы это все обошлось без провокаций и, не дай Боже, какого-то погибших или увечий людей. Вопрос безопасности, понятно. И вот еще одна тема, которую я хочу успеть обсудить. Украинский президент впервые попал на обложку Time. На фотографии Зеленский сидит в свитере со сложенными руками. Надпись «Человек посередине». А украинский президент Владимир Зеленский оказался между Путиным и Трампом. Вот такая вот история. Это хороший для нас сигнал или нет? Очень сложно сказать. Почему? К сожалению, понимаете, в связи с Украина-Гейт мы оказались в заведомо проигрышной ситуации, поскольку о нас говорят как о стране коррупционной, самым большим уровнем коррупции, нас воспринимают как проблему, и в частности вопрос того, кто вмешивался в выборы, он поменял совсем другой уже ракурс. То есть не Российская Федерация, о чем, кстати, Путин говорил в одном из своих интервью, а уже Украина вмешивалась в выборы, и мы абсолютно в другом статусе. Ну разве вот такое внимание со стороны США это неплохо? Ведь говорят, что черный пиар тоже пиар, и о нас говорят. Не в этом случае, нет. К сожалению, мы уже проиграли эту ситуацию, которая возникла, и, безусловно, лучший способ это максимально соблюдать нейтралитет и не подыгрывать ни одной стороне во внутреннеполитических разборках демократов. Так Украина вроде соблюдает нейтралитет, или я сейчас что-то не Желяне понимаю? приехал, мало ли кому. Ну,
смотрите, украинская официальная власть, да, но у нас же есть бывшие, такие как Шокин, у нас есть Луценко. Что у них в голове, и чего они хотят, и на что они готовы пойти, какой информацией они располагают. Но здесь сложно сказать, какую они могут предоставить. А как это уже будут использовать там республиканцы в своих интересах, ну, опять же, есть нюансы. А расплачиваться будет Украина в конечном итоге. И да, у нас, возможно, и до этого были непростые отношения с Соединенными Штатами, в частности, из-за как раз подыгрывания хотя бы на уровне просто там Фейсбука, каких-то высказываний во время 2016 года, когда там были выборы. Понятно. А сейчас это намного хуже. Вопрос идет про импичмент, вопрос идет про коррупцию, вопрос идет очень многих таких сложных моментах. Поэтому мы, к сожалению, уже проиграли, и сложно сказать, хорошо это плохо, нужно смотреть содержание статьи, которая на этом будет написана. Ігор Петренко, міжнародний експерт, был гостем нашей студии. Дуже дякую вам. Дякую. А я вынуждена завершать этот блок. Буквально через несколько минут эфир телеканала АТР продолжает «Заман». Смотрите, не переключайтесь, а также подписывайтесь на наш YouTube-канал. Там мы выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Порушкенчик. Росія вимагає виключити Крим